В эфире расширенный выпуск новостей. Расскажем об основных событиях четверга, 19 января. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Оперативно и слаженно в Якутии подготовят прогноз рисков возникновения лесных пожаров. Начали подготовку и к паводковому сезону. Какие прогнозы на весну 2023 года? Очередная бригада врачей из Якутии отправится в военный госпиталь в Ростове-на-Дону. Красота заснеженных земель и мужество их первооткрывателей. В Москве открылась выставка об Арктике и Антарктиде. В Якутске впервые пройдет первый этап Кубка России «Кубок главы Якутии» по шахматам среди мужчин. Расскажем, как в регионе зарождался этот вид спорта. Якутия выделила порядка $1 миллиарда на охрану лесов от пожаров. В декабре 2022 года Рослесхоз совместно с регионом разработали план мероприятий по охране лесов от пожаров. Обсуждалась возможность заблаговременного привлечения сил и средств из Федерального резерва и менее горимых регионов, в том числе новых отечественных вертолетов Центра-Север. В рамках подготовки к сезону 2023 года перед республикой поставлен ряд задач. Так, например, необходимо повысить показатели оперативности тушения лесных пожаров, обнаруженных в первые сутки, провести закупки горючего для самолетов и вертолетов, а также средств пожаротушения, обеспечить организацию обслуживания территорий, исключенных из зон контроля. Глава республики Айсен Николаев поручил подготовить прогноз рисков повышенного возникновения пожаров в лесах на 2023 год. Также в регионе разработают вероятностный прогноз рисков повышенного возникновения пожаров в лесах, а силы и средства сосредоточат именно в тех районах, которые наиболее подвержены риску. По словам главы Якутии, такая практика показала эффективность в прошлом году. Просчитанные риски возникновения были подтверждены. Наиболее горимыми оказались Усьмайский, Алданский, Нерюнгринский и Тампонский районы. Отмечу, что слаженные действия в прошлом году помогли в 14 раз снизить пройденную огнем площадь и в 3 раза количество пожаров. Модернизация, так скажем, усиление нашей авиалесохраны. Если у нас раньше большинство были сотрудники и десантники, это те, кто с вертолета десантируется, то в этом году мы уже дополнительно открываем новое отделение на базе Сунтарского авиаотделения, где будет парашютная группа. Это самое оперативное лесопожарное подразделение, так скажем, которое доставляется к месту пожара на самолете и с помощью парашюта высаживается на лесной пожар и обслуживает его. Подготовку к паводку обсудили с министерствами и главами районов республики. Совещание провел председатель правительства региона Андрей Тарасенко. Как отметило руководство, в этом году весенний паводок может быть сложным. По предварительным данным гидрологов, возможны чрезвычайные ситуации и заторы на реках. Цитата: «Мы должны заранее разработать планы по каждому населенному пункту», подчеркнул председатель правительства. По итогам совещания будет принято распоряжение о организации выполнения комплекса подготовительных работ. Продолжим, значит, работу по подготовке к строительству автозимников продленного действия, особенно это Верхоянские, Усьянские районы, в том числе, значит, зимник до Найбы, где планируется реализовать глубоководный морской порт. Ну и, конечно же, значит, сегодня смотрим расширение программы субсидирования авиаперевозок не только в арктические районы, но и в труднодоступные, такие как Алекминский, Усьмайский, Тампонский районы. В Москве откроется перевалочный склад столичного территориального опорного пункта Якутии. Объект позволит увеличить объем грузоперевозок для войск в зоне специальной военной операции. Как отметил председатель Госкомобеспечения республики Дмитрий Лепчиков, в территориальных опорных пунктах началась ротация кадров и передислокация республиканских баз снабжения войск в зоне проведения специальной военной операции. Это делается в интересах обеспечения безопасности и совершенствования логистики доставки дополнительного снаряжения военным. Очередная бригада врачей из Якутии на следующей неделе отправится в военный госпиталь в Ростов-на-Дону. Отмечу, что задача организации практической помощи была поставлена главой республики Айсеном Николаевым еще в прошлом году. Сколько врачей поедет и какую именно помощь они будут оказывать, расскажет Светлана Амосова. Вот уже на протяжении 15 лет Лена Мордосова работает психотерапевтом и имеет немалый багаж знаний и опыта. Командировку в военный госпиталь считает уникальным событием и с нетерпением ждет начала работы. Моя работа будет заключаться в том, что я буду оказывать психотерапевтическую помощь пострадавшим, поддерживать их. Все-таки они получают там очень тяжелые, стрессовые такие моменты, они
есть у всех, несмотря на состояние, их психологическое состояние изначальное, поэтому обязательно нужна медико-психологическая реабилитация. Также в мобильную бригаду входят еще 5 специалистов. Это врач-анестезиолог-реаниматолог Александр Потапов, судебно-медицинский эксперт Анатолий Слепцов, медицинский брат Айсен Скрябин, а также практикующий хирург клинической больницы номер 3 Денис Григорьев. Я готов работать в военном госпитале, оказать различную помощь хирургическую, которую потребуют от нас. Это для меня первоначально поддержка нашим землякам будет. Во-вторых, это будет бесценный опыт, как для хирурга. В течение месяца врачи будут помогать коллегам в госпитале Ростова-на-Дону. Он является первым военным медицинским учреждением, расположенным рядом с зоной специальной военной операции. Ну и также там, конечно, проводится такая практическая работа с нашими, встречаемся с нашими ранеными. Там опорный пункт нашей республики, и на базе этого опорного пункта мы тоже проводим такую практическую медицинскую помощь нашим землякам. Также одной из основных задач якутских медиков является определение тяжести состояния раненых земляков, чтобы после возвращения домой обеспечить оперативное и полное медицинское сопровождение и реабилитацию на территории республики. Вылет мобильной бригады из Якутии планируется 23 января. Светлана Амосова, Георгий Григорьев, Григорий Охлопков, Якутск. Шатайскую судоверфь планируют ввести в конце этого года. Строительная готовность объекта составляет 61%. Также начато строительство общежития и жилого дома. Кроме того, будет приведена в соответствие с нормативами улично-дорожная сеть поселка Жатай. Напомню, республиканскими властями совместно с Росимуществом ведется работа по передаче федерального пакета акций Жатайской судоверфи в собственность республики. Это позволит региону самостоятельно управлять всеми процессами в части контрактов и соблюдения сроков. Ранее глава республики сообщал, что из-за санкций проект подорожал примерно на 1,7 миллиардов рублей. В 2023 году компания «Колмар» планирует добыть в Якутии 14,3 миллионов тонн угля. Предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности компании УК «Колмар» за 2022 год и планы на текущий год рассмотрели на совещании у главы региона Айсена Николаева. Прирост добычи составил 38% по отношению к показателям 2021 года. Кроме того, в минувшем году завершили строительство первой очереди железнодорожной станции Инаглинская-2. Продолжается и строительство объектов одноименной обогатительной фабрики проектной мощностью до 12 миллионов тонн угля в год. Запустить фабрику планируют в этом году. Отдельно поговорили и о подготовке специалистов и реализации приоритетного проекта «Местные кадры в промышленность». Сегодня более 80% от общей численности сотрудников «Колмар» в Якутии составляют местные кадры. Второй этап строительства моста через Лену планируют завершить в 2027 году, уже после получения положительного заключения госэкспертизе и начала работ в этом году. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Сивцев. Так, завершение первого этапа строительства наметили в первом квартале текущего года, второго этапа в конце 2027 года. Как сообщили ранее в пресс-службе регионального правительства, в первый этап входит подготовка территории, вынос и переустройство инженерных коммуникаций. По второму этапу, включающему строительство правобережной части подходящих путей, заключение главгосэкспертизы планируют получить в первом-втором кварталах этого года. Третий этап – строительства на левом берегу. Социальные выплаты на улучшение жилищных условий в прошлом году получили 411 молодых семей в рамках региональной госпрограммы. Данная мера поддержки действует для супругов в возрасте не старше 35 лет и состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. По ней предоставляется социальная выплата в размере 30-35% от стоимости расчетного жилья на приобретение или строительство жилья. Также ее может получить молодой родитель неполной семьи. В 2023 году на обеспечение жильем молодых семей предусмотрено 158,5 миллионов рублей. В том числе за счет средств федерального бюджета 149 миллионов рублей, а из госбюджета республики 9,5 миллионов рублей. В пределах выделенных средств планируется также обеспечить социальной поддержкой 360 молодых семей. В 2023 году в республике капитальный ремонт проведут в 274 многоквартирных домах. Дмитрий Садовников провел совещание о фонде капитального ремонта, где озвучили о ремонте 188 многоквартирных домов республики по итогам минувшего года. Это позволило улучшить жилищные условия 26 тысяч якутян. На ремонтную программу было направлено свыше 1,6 миллиардов рублей.
В целом, на текущий момент в региональной программе капитального ремонта участвуют 3500 многоквартирных жилых домов, в том числе 929 деревянной застройки, что составляет 26% от общего количества домов. В Москве открылась выставка народного художника России Василия Нестеренко, которая посвящена Арктике и Антарктиде. В своих работах мастер отражает не просто красоту заснеженных земель, но еще и мужество и доблесть тех, кто их открыл в первый раз. Дежнева, Беринга и Беллинсгаузера, а также многих других. Почему суровый белый край стал центральной темой художника, узнавала моя коллега Айсена Бурнашова. Вулканы и ущелья Камчатки, легендарная земля Санникова, тундра новой земли и, конечно, природа Якутии. Все краски севера собраны на выставке художника Василия Нестеренко. На эти полотна его вдохновили путешествия. Вот уже 15 лет раз в год художник отправляется в творческую экспедицию рисовать с натуры. Либо на Камчатку, либо на Курил, либо в Якутию, либо в Арктику, на Новую Землю, на Алтай и так далее. То есть это совершенно удивительные места. И вот этот флер севера настолько необычно, прекрасно, и можно все забыть. А еще художника вдохновляет мужество и храбрость первооткрывателей. Кстати, одна из центральных работ этой выставки посвящена Лазареву и Беллинсгаузену. Они открыли Антарктиду, несколько раз обошли континент, при этом ходили на деревянных кораблях. Просто представить себе, как вот на этих маленьких, непредназначенных, так сказать, вот «Титаник», гигантский «Титаник», это, так сказать, вот квинтэссенция всех достижений науки 20 века. Погиб от одного айсберга. А эти в течение месяцев каждый день сталкивались с сотнями. Ледяные горы, они говорили. То есть это было какое-то невероятное упорство. Василий Нестеренко пишет картины почти 40 лет. Его работы выставляли и в Московском манеже, и Петропавловской крепости Петербурга. Весной этого года у художника намечается тур по Арктике. Мастер планирует написать серию картин о первопроходцах Белого края. Мы понимаем, насколько сложно в таких климатических условиях работать. И это действительно люди, за которых, которыми приятно гордиться. Конечно, здесь вот мы видим череду картин, которые посвящены, но ожидаем целую серию после посещения нашего художника по арктическому региону. Айсена Бурнашова, Андрей Черкашин, Москва. В крещенские дни во всех православных храмах Якутии состоялось великое освящение воды. Вода является главным символом праздника, с ней связаны все церковные и народные традиции. Ежегодно крещенские мероприятия собирают большое число верующих. О том, что их влечет в храмы, в эти дни узнавала Анна Пшенникова. Люди, спешащие в эти морозные дни в храм с пустыми емкостями, не редкость. Прихожане идут за крещенской водой, освящение которой проходит во всех православных храмах. Считается, что вода эта обладает целебной силой как для тела, так и для души. И еще крещенской водой принято окроплять дом, а также хлев и домашних животных. Она святая, помогает как бы и освещать жилье там, ну и, конечно, от каких-то недугов, там, болезней. Святая вода, она на то и святая, чтобы помогать жить. Выливаю в бочку, а в бочке мы талую воду держим. И на зимний период нам ее хватает. Помимо храмов, воду освящают и в Иорданях. Ледяное купание не является церковной традицией, однако обычай давно полюбился верующим, и церковь относится к нему благосклонно. Поэтому ежегодно владыка Роман проводит чин освящения воды и в городской купели на Зеленом лугу. Но это действительно очень светлый праздник. И когда приходишь в этот день в храм, чувствуется такое единение, какая-то радость. И мы обязательно в этот день, какая бы ни была погода, какой бы ни был мороз, мы обязательно едем в купель, потому что ощущение того, что вырастают реально крылья. Это очень важно для нас всех в это время объединяться вокруг таких праздников. И это очень здорово. Вода является неотъемлемой частью крещения и напоминает о библейских событиях, когда Спаситель окунулся в воды Иордана. Сегодня, по словам главы якутской епархии владыки Романа, крещенская вода также является спасительной для нас, но только в сочетании с верой и чистыми помыслами. Дорогих моему сердцу якутян, сердечно поздравляю с великим праздником Богоявления и крещения Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Через весь праздник вчерашний сочельника и сегодняшний проходит
тема воды как великой святыни через освящение. И мы благодарим Господа в сердце своем, а радость праздника передаем друг другу через доброе настроение, через добрые дела, через поздравления, конечно же. Крещенская вода не просто жидкость. Она настоящий символ веры. Ведь как человек не может прожить без воды, так и вера необходима людям для жизни земной, а потом и вечной. А раз так, то пусть в эти праздничные дни каждый из нас получит глоток из святого и светлого источника. Анна Пшенникова, Семен Семенов, Якутск. Несмотря на сильнейшие морозы в Ленске, температуру ниже минус 50 градусов, около 200 жителей окунулись в Иордань. Купания прошли после двухгодичного перерыва, связанного с ограничением подобных мероприятий в связи с пандемией ковида. Люди, согласно добрым традициям, невзирая на мороз, пришли на освящение воды, проведенное настоятелем Ленского храма святителя Иннокентия Московского отцом Анатолием. На время проведения купаний сотрудниками оперативных служб были обеспечены все необходимые требования безопасности. Многие ленчане не только окунались в купели, но и набирали воду в различные емкости, чтобы затем в течение года использовать ее в качестве исцеляющего средства, ну, либо же для употребления в обиходе. Все мы с вами, будучи маленькими детьми или взрослыми людьми, крещенные люди, приходили в храм, или нас приносили, или приводили. И каждый из нас давал, самое главное, это обет чистой совести Богу. И сегодня, в день крещения, самое главное спросить себя, а соблюдаю я эти обеты, которые Богу давал или нет? Пытаюсь я жить по совести или нет? Пытаюсь я жить по-христиански в своей жизни или нет? В декабре прошлого года в республике впервые провели конкурс эссе по финансовой грамотности, организованный Министерством финансов Российской Федерации. В конкурсе приняли участие школьники и студенты вузов и СУЗов со всей республики. Проведя серьезную работу, компетентное жюри отобрало финалистов, из которых в дальнейшем выбрало 3 самые лучшие работы. С победителями республиканского тура пообщался мой коллега Александр Хавренко. Финансовая грамотность – один из важнейших инструментов в современном обществе. В прошлом году Якутия впервые присоединилась к российскому конкурсу эссе по финансовой грамотности, который проводится в рамках Дня финансиста и Дня рубля. Более сотни заявок от конкурсантов получил оргкомитет, и при помощи компетентного жюри были выбраны победители. Конкурс проводится под эгидой Совета по профквалификациям финансового рынка, финансового университета при правительстве Российской Федерации и при участии также РСПП, Российского союза промышленников и предпринимателей. Оригинальный этап мы участвуем впервые по заданию нашего главы Александра Сергеевича Николаева. В оргкомитет вошли Минфин, Министерство финансов Республики Саха, Министерство образования Республики, Якутский финансово-экономический колледж и мы, Северо-Восточный федеральный университет. Второе место на конкурсе завоевала Саргалана Черемкина с эссе на тему «Будущее наличного рубля». Саргалана решила связать свое будущее с финансами и экономикой и учится на первом курсе финансово-экономического института. По ее признанию, будущую профессию она выбрала по примеру своей мамы, которая работает в сфере финансов. Все это было довольно неожиданно. То есть я не знала про эссе, но до меня дошла информация через преподавателей моего института. Они говорили, что вот, очень интересно. Я посмотрела, поизучала темы, выбрала более интересную для меня и написала свою работу. И не жалею об этом. Победительница регионального этапа Рената Хабибуллина в своем эссе «Безналичный и наличный расчет в современном мире» размышляет о будущем наличного рубля при повальном переходе на безналичные расчеты. Рената учится в 10 классе, пока еще не определилась с будущей профессией, но не исключает, что, возможно, участие в конкурсе подтолкнет ее в сторону финансов и экономики. Наличность, она никуда не уходит из нашей жизни. Мне бы хотелось как раз-таки подчеркнуть, что наличность, несмотря на то, что у нас до сих пор есть новые какие-то способы оплаты, она остается. И я попыталась в своем эссе кратко, емко и детально рассмотреть потребителей финансовых услуг, Центробанк и коммерческие банки, посмотреть, как они взаимодействуют в рамках, собственно, безналичного расчета и наличного расчета. В начале февраля в Москве пройдет всероссийский финал эссе, на котором соберутся финалисты из всех регионов России. Победители якутского этапа уже пакуют чемоданы, готовясь отправиться в путешествие, от которого они ждут новых знакомств, новых впечатлений, новых тем для работ и, конечно же, победы. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутск. Шахматы – это по форме игра, по содержанию искусство, а по трудности овладение игрой – наука. В столице впервые пройдет первый этап Кубка России – Кубок главы Якутии по шахматам среди мужчин.
О том, как зарождался в республике этот вид спорта, расскажет моя коллега Галина Чекурова. По свидетельствам археологов, шахматы в Якутии начали играть очень давно, но постепенное распространение оно получило в XIX веке. Известный основоположник якутской литературы Алексей Кулаковский тоже очень сильно любил играть в шахматы и всегда брал с собой в поездки игровой комплект. Именно Алексей Кулаковский научил играть в шахматы одного из основателей нашей республики Платона Аюнского. У истоков развития шахматов стоят такие якутяне-мастера спорта, как Михаил Афанасьев и Менде Тапыров. Также одним из самых именитых был Сергей Николаев, который, будучи школьником, выиграл партию у чемпиона мира Анатолия Карпова. Сергей Николаев стал первым шахматистом из Якутии, получившим звание международного мастера. Благодаря этим людям такой вид спорта, как шахматы, начал активно популяризироваться в республике. Ну и в 20 веке, особенно в советское время, шахматы, конечно, были уже очень популярны. И в 60-е годы уже у нас появился первый мастер спорта. Ну и потом у нас были интересные, значит, вообще возникли шахматные такие, можно сказать, районы. Это и Татинский район, это и Намский район. В Мирнинском районе, в Удачном особенно, да, вот были сильные шахматисты, оттуда выходцы, которые впоследствии стали и международными мастерами, также вот Надежда Хармунова и Сергей Павлов. С 2012 года в целях популяризации шахматов был создан Центр интеллектуальных видов спорта и игр, откуда по сей день выпускаются талантливые шахматисты. Организация отправляет своих воспитанников на различные всероссийские международные соревнования, а также предоставляет им возможность обучиться у зарубежных гроссмейстеров. Адамова, Туяра и Пахова в свое время были моими студентами. Я их отправлял на разные курсы повышения квалификации. Вот в этой фотографии они находятся в Китае. Занимались, там есть город Ухань, там есть большой интеллектуальный центр тоже. И там вот как раз вот Туяра и Руслан там 3 месяца занимались, очень долго. Потом поехали на международный турнир Москва Open. И вот впервые, вот тоже в истории, в международном турнире наша команда Северо-Восточного университета заняла 2-е место. Шахматы являются одними из самых интеллектуальных видов спорта. Благодаря им у людей развивается не только логическое мышление, но и сила воли и способность продумывать тактику для победы. Ну, шахматы – это комбинационная игра. Там надо думать не только за себя, но и за противника, какие ходы он предпримет. Если шахматист, скажем, средней руки, он уже должен строить игру, и он должен знать, где он должен атаковать, какие шаги по обороне придумает противник, эти ходы он должен предугадать. Угадывают до 3, до 4, до 5. Ну, некоторые сильные мастера, конечно, они могут и до 10. Ну, в общем, строят игру по своему сценарию. В целях развития шахматного вида спорта в столице впервые пройдет первый этап Кубка России – Кубок главы республики, на который приедут принимать участие шахматисты и из других регионов страны. Также на соревнованиях примут участие 5 международных гроссмейстеров. Галина Чекурова, Григорий Охлопков, Джоустан Иннокентьев, Якутск. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.